Здравствуйте. На прошлой передаче мы говорили с редактором журнала «Идель» на татарском языке, а сегодня на русском. Это братья или сестры, два журнала. Альбина, как ты чувствуешь себя? Вот ты главный редактор русского издания «Идель». Ты вот связана с татарским выпуском? «Идель» на какой языке он выходит? Что за журнал? Журнал «Идель» выходит на двух языках, отдельная версия на татарском языке и отдельная версия на русском языке. Часть материалов перекликается, выходит и там в переводе, часть материалов совершенно самостоятельная. Содержание самостоятельные определяются? Большей частью самостоятельно, но часть материалов переводится. Значит, вот ты редактор русского выпуска, значит, здесь литературное произведение русскоязычных авторов, живущих в Татарстане, или не только в Татарстане? Большей частью это татарстанские авторы, те, кто пишут либо на русском языке, либо на татарском языке, это произведения в переводах. Вот так наша гостья Альбина Абсалямова, известный поэт, лауреат многих литературных премий, кстати, внук известного писателя Абдурахмана Абсалямова и главный редактор журнала «Идель», русского журнала «Идель», который родной брат татарского журнала «Идель». Мы пригласили из-за новинок, новостей. Новости у всех у нас одинаковые. Самоизоляция. Вот вышел журнал в мае. Сделано в изоляции. Наступила новая эра. Даже в изоляции, даже в онлайн-режиме телевидение работает. Теперь иногда даже сабантуй проводит, концерты, какие-то встречи. Ну и журнал, конечно, который бумажный журнал, изготовленный в изоляции, с использованием IT-технологий, интернета. Расскажи, пожалуйста, Альбина. Да, не случайно даже на обложку вынесена надпись «Сделано в изоляции», потому что большая часть материалов номера готовилась именно так. Журналисты работали дома, верстальщик работал дома, корректор удаленно. Нужно было координировать работу всех участников процесса, быстро собирать материал от авторов, передавать корректору, что было непросто, потому что, как мы помним, этот номер готовился в апреле, нужно было для выхода из дома направить СМС, надеть маску, перчатки, передать корректору. Вы поработали крепче, чем обычно, сидя дома, да? Жарче было, да? Да, конкретно этот номер, он посвящен столетию ТССР, поэтому требовал от нас особой ответственности. Почему мне понравился. Да, тут... Давай главные публикации какие-то, чем вы удивить хотели, и действительно, как вы раскрываете эту тему? Ну, большой блок посвящен изоляции, как я уже сказала. Вот, например, очень интересный материал. «Один день самоизоляции». Мы попросили известных жителей нашей республики, например, Рустема Абязова, Табриса Яруллина, Илью Славутского, и Артема Силкина, и Зулю Камалову и многих других, сфотографировать, что они делали в этот день. Вы показали людей и что они делали в этот день. А какие публикации вот, привлекают внимание на уровне? Давайте посмотрим вот на материал, сделанный молодыми, «Культурная лента столетия». Мы знаем, что очень много достижений в республике за 100 лет, но кто их делал? Мы собрали те из них, которые молодые люди сделали. Например, Хади Такташ, юный, Бакюр Манче, 30-летний, марш советской армии, написанный Салихом Сайдашевым в 28 лет, или балет Шурале, который Фарид Яруллин написал в 27, и многое-многое другое, которые наши классики сделали, будучи совсем юными, от 20 до 30 лет. Вот только представьте, мы хотели показать нашим ныне живущим молодым современникам то, что сделали их выдающиеся предшественники, именно будучи юными. И это впечатляет. А современная молодежь как воспринимает? Как вы настраиваете? Вот, что пишет и что читают ваши читатели нынешние? Читатели с большим интересом читают и материалы, посвященные нашей истории, потому что без этого и нет настоящего, и нет преемственности поколений. Но и сами пишут очень классные произведения, очень современные. Например, вот в этом номере рассказ Валентины Насрединовой «Рахматуллина, дом 6». Очень хороший, крепкий рассказ. Я советую почитать, это замечательный автор. Откуда она взялась? Я первый раз вижу такую. Она лингвист, преподаватель английского языка, работает в Казанском танковом училище, преподает английский язык будущим танкистам. Вот сюрприз. Да, и пишет прекрасные, изумительные рассказы. И вот она свои детские, не свои детские воспоминания героиня очень хорошим... Значит, Насрединова любит Казань.
очень любит старину Казань. казанскую, и рассказы пишет. И отлично пишет. И казанская девушка Альбина Абсалямова тоже любит Казань, и ваша редакция тоже. Да, у нас есть рубрика «Лица города». Вот в этом номере здесь Саида Мухамедзянова и основатели театра «Акта» Ангелина Мигранова и Родион Сабиров. Большое фото и их монологи. Они тоже рассказывают о Казани. 17 лет этой девушке. Так здорово поет. Она рассказала в программе «Голос». Да, и о том, как прошла изоляция для самой Саиды, что она делала в это время, о том, какие у нее планы и многое другое. Вот очень интересно, стихи, написанные ровно 100 лет в том самом 20-м году. А что писали поэты тогда? Ведь вокруг бушевали изменения, революционные изменения. И вот... Зайнаб Баширова. Зайнаб Наки Баширова. Исамбет, 21-летний. 21-летний, да. Абраш Сагиди, 25-летний. Зайнаб Башировой было всего 17 лет, кстати. Здорово, я не успел прочитать это. Вот. Очень интересный материал, называется «Портянка. Корсет. Соленый пот». О чем материал? В домашних архивах потомков классиков нашей литературы хранятся уникальные вещи. Не все из них готовы отдать эти вещи в архивы или в музеи, и вещи хранятся дома, мало кто их видит. Вот здесь, вот, обратите внимание, это письмо на портянке, которое писатель Мирсия Амир в 1938 году, будучи репрессированным и находившись в тюрьме на Черном озере, смог передать своей жене Фаузие Ханум. Вот эта портянка до сих пор хранится в семье, и дочери писателя Гульшат Апай и Ляля Ханум они предоставили для публикации. Вот такое письмо. Это вот сам Мирсия Амир в тюрьме, это он со своей женой Фаузией до репрессий. Вот такое письмо. Вот это история, да. Это действительно уникальная вещь. Или вот эта история тоже очень интересная. Рассказал сын писателя Рафаэла Тухватуллина, Рустам Тухватуллин, он живет в Альметьевске. Вот фотография Тухватуллина желтыми пятнами. Это не просто дефект пленки, это пот, который проступил на фотографии, потому что он был шахтером на шахте в Горловке, и соленый пот от работы на шахте вот отразился на фотографии. Вот он рассказывает об истории этой фотографии, как началась война, и, будучи шахтером, Тухватуллин покинул Горловку и отправился на фронт. Было непросто оттуда выбраться. Вот, и, будучи тяжело раненым на войне, ему приходилось носить потом всю жизнь корсет. Еще. Вот интересный материал, он называется «Все сделала Надежда». Воспоминания о том, как классики литературы Туфан Минуллин, Диас Валеев, Рустем Кутуев, Анис Яруллин, Мусагид Хайбуллин делали свои первые шаги на литературном поприще. И это тоже интересно нашим молодым читателям, современным писателям. И читатель тоже это должен и хочет знать. Конечно. И это интересно молодым писателям. А как их предшественники начинали. Также отрывки из романа «Клад» Гарифа Ахунова и роман Абдрахмана Абсалям «В огонь неугасимый» здесь не случайно. Это производственный роман, мы их перечитали. Производственная тема актуальна и сейчас. Мы перечитали эти романы и выяснилось, что все то же самое сейчас происходит. Придется хранить этот номер, я буду хранить. Спасибо. Я хотел спросить, вот сейчас коротко ее не представим, потом я хочу расспросить насчет распространения, ведь подписка идет. Да. Июньский номер. На обложке молодой режиссер Регина Саттарова. Она рассказывает о своих новых проектах. Здесь большой блок посвящен как раз первым итогам этой самоизоляции, как она отразилась на культурных учреждениях, что происходило в Театре Камала, какие спектакли смотрели онлайн, какие экскурсии проходили в наших музеях, в музее-заповеднике. И с иллюстрациями все это показывается. Казанский Кремль. Интересно, интересно. В других местах, какие маски в моде. Беседа с Равилем Ахмедшиным о том, как ведется работа с молодыми. Это полпред Татарстана в Москве. Большой друг нашего журнала, мы всегда рады проводить встречи в Москве. Этот материал посвящен Назыму Хикмету. Да, и турецкий писатель. Турецкий писатель, который был в изгнании, а потом нашел пристанище и свою любовь в СССР. Здесь воспоминания о его истории любви с театроведом Верой Туликовой. Марат Сафаров, наш постоянный автор, московский историк, написал очень трогательный материал. И, кстати, это не случайно именно в этом номере, потому что как раз Назым Хикмет провел очень много лет в изоляции, в тюрьме. И вот поэтому Марат оттолкнулся именно от этой истории. Альбина, действительно интересно, содержательный журнал вы подготовили, сидя дома. Спасибо. Подписка уже заканчивается.
как народ понимает, не понимает, выписывается. Народ же сейчас из изоляции только-только выходит, и денег не хватает. А дойдет ли журнал «Идель» в следующем полугодии? Будем очень надеяться. Подписка, кстати, продолжается. До 27 июня можно подписаться на журнал «Идель». Осуществить подписку можно как в почтовом отделении, так и через сайт. Не нужно никуда выходить. Можно подписаться на сайте компании Татмедиа или на сайте Почты России. Кстати, подписаться можно... Татмедиа.ру, да? Татмедиа.ру или подписка.почта.ру. И подписаться можно из любого региона России на журнал «Идель». И также, находясь в Казани, можно подписать своих Допустим, друзей. в Башкирии или я чуваши из своей деревни или из своего города, я выхожу, проплачиваю, а это дороже там или одинаково? Вот если подписаться в Татарстане, то стоит подписка 567 рублей на полгода. А в Башкирии вот я совсем недавно подписывала 622 рубля. То есть разница 50 рублей – это услуги почты. Ну, в Башкортостане газета «Казалтан» стоит 1200, поэтому я считаю, что за 500-600 рублей действительно можно было подписать. А то ведь раньше не хватало вот этой продукции. Теперь есть, пожалуйста, выписывай, смотри. Да, и плюс раньше были некоторые сложности с подпиской в другие регионы, сейчас их нет. То есть, находясь в Казани или находясь в Башкирии, вы можете подписаться на журнал «Идель». Вот я подпишусь на татарский, а принесут русский. Такого не будет? Название-то одинаковое? А там у них разные подписные индексы. Вы выбираете, да. Индекс можно найти на сайте журнала «Идель» и на сайте почты. На сайте почты, да. И вы выбираете, на каком языке вы хотите подписаться, без проблем подписывайтесь. Но иногда почта долго доставляет. Иногда не так удобно, в городе живет. Розница, говорят, оживляется сейчас. Оживляется розница, более 150 точек по Казани. Приобрести можно в киосках. Точек становится... Если я не успел подписаться или слишком долго думал. В киосках стоят специальные стойки Татмедиа, где продаются не только журнал «Идель», но и другие издания Татмедиа. Их можно приобрести там. И также приобрести журнал можно в редакции по адресу Декабристов 2, 7 этаж. Наиболее интересные материалы печатаются на сайте, но не все. Поэтому тот, кто хочет быть в курсе всего-всего-всего, тому лучше подписаться или приобрести печатную версию. Альбина, журнал серьезный, солидный, а молодой, юный человек. Как его заинтересовать? Прочитает ли парень или девушка, школьник или студент первого-второго курса? Очень интересное время, максимализм. А очень важно ведь, чтобы он к Татарстану, к своему народу как-то прикипел. Вот сама как ты воспринимала в этом возрасте? Ты представляешь, что сейчас нынешняя молодежь получит что-нибудь отсюда или нет? Вот мне самой было 16 лет, когда на странице журнала «Идель» вышла моя первая публикация. Я очень ее ждала. Одно стихотворение только опубликовали в рубрике «Дебют». Сергей Малышев выбрал то стихотворение для публикации. Я очень ждала ее. И мы тоже выписывали журнал домой. И каждый журнал я читала от корки до корки. Он был для меня, как вы уже произнесли слово «энциклопедия». Вот для меня он был энциклопедией. Я узнавала имена писателей, поэтов, историков, ученых. Не все из этого я знала дома, хотя у нас дома, конечно, была литературная обстановка, и об этом говорилось много. Но и очень многое из журнала было для меня открытием. И я стараюсь вот сейчас, будучи преемником предыдущих редакторов, тоже доносить такие темы, которые помогли бы нашим молодым людям узнать о том, кто был до них, ну и о тех, кто есть сейчас. Потому что очень важно сохранять прошлое и поддерживать настоящее. Вот так мы поговорили с редактором русского выпуска журнала «Идель», главным редактором Альбиной Абсалямовой. Альбина, на прощание хочется спросить или попросить, нашим зрителям надо все-таки показать, Альбина же пришла как поэт. А в руках у нее огромный светящийся шар. Она переходит дорогу, проезжая часть, тротуар, лужи, забор, машины, мост, фонари, дома тоже теперь сияют, как шар, и она сама. А шар золотится, греет ей руки и все вокруг. И, кажется, не имеет значения больше вдруг. Не то, что случится позже, не всякие нет и да, не то, чего быть не может, сегодня или всегда. Планеты большое верченье, верченье других планет. Но шар, но его свеченье, но весь этот блеск и свет. Альбина, а вот в твоем творчестве проявляется, что твое происхождение и место, где ты живешь? Да, конечно. Я
прочитаю сейчас стихотворение, посвященное дедушке и бабушке, и которое я никогда не видела своего дедушку Абдурахмана Абсалямова, я родилась через 2 года после его смерти, но во многом он определил все то, чем я занимаюсь, повлиял на мою судьбу. И, конечно же, моя бабушка Магина Ханум, которая сохраняла все его наследие и учила меня этому. Я знала с самого начала, он был из тех, которых мало. Он был из тех, которых нет, я это знала с детских лет. С младенчества, с поры молочной, мы с ним сроднились нитью прочной. Я шла за ним, держась за свет, вперед и дальше, след во след. Его слова, заветы, книги, навек со мною, как вериги, от них не скрыться, не уйти. Они велят, куда идти. Они ведут меня по свету, они зовут меня к ответу. Они звенят, они живут, они диктуют мой маршрут. И я иду ему навстречу, и я его однажды встречу. И там, в небесной вышине, он прочитает книжку мне. И еще одно стихотворение, вот как раз перекликающееся. Там, над моей головой в вышине, праздник Курбан-Байрам. Это так явственно видится мне, будто я тоже там. Это в Татьюньках, в деревне, стол, и на столе катык, и занавески льняные в пол, и за окном арык. Бабушка ставит на стол чак-чак, мед, котламу, лапшу. Гости спешат, ускоряют шаг. Я им рукой машу. Свои стихи и мысли о журнале «Идель» рассказала Альбина Абсалямова, поэт, главный редактор журнала «Идель» русского издания.